В последние годы в Кыргызстане детская преступность держится стабильно на одном высоком уровне. Каждый год около 1200 несовершеннолетних становятся участниками преступлений. В 2013 году 8 преступникам из 100 было меньше 18 лет. Дети рождаются одинаковыми, добрыми и невинными, и в то же время такие разные. Каждый ребенок особенный. Природа при рождении не делит людей на хороших и плохих. Она оставляет это жизни. Дети – это часть общества. И, соответственно, если в каком-то сегменте детей происходят проблемы, и эти проблемы нарастают, это говорит о том, что что-то не то с обществом в целом. Хуже всего то, что мы не знаем других методов. Хуже всего то, что мы не знаем других вариантов. Хуже всего то, что мы, к сожалению, наше общество, вернее, наше государство не может ситуацию сделать так. У них есть только один момент. Есть суд, есть тюрьма и все. Многие родители оставляют своих детей для того, чтобы их же прокормить. Происходит обратный совершенно процесс, что в какой-то мере они начинают терять своих детей. Родители есть? Нету. В Россию уехали. Бросили. Дом в неблагополучном районе, в самом центре столицы. Здесь живет дочь этой женщины с семьей. Они на работе все. А Венера и муж. Я только в гостях. В ноябре месяце упала эта стенка. В ноябре месяце. В семье, которая живет в этом доме, есть дети. Соседи говорят, родители выпивают. Ребенка из дома забрали всего за пару дней до этой съемки. Несколько месяцев, причем в самые лютые морозы, ребенок жил в таких условиях. Эту комнату с отсутствующей стеной от другой комнаты, где и живет семья, отделяет лишь покрывало на дверном проеме. Такие районы считаются рассадником преступности. Низкий уровень жизни, крайняя нищета, ощущение, что никогда отсюда не вырвешься. И есть лишь один путь. Смотри, что у папы есть. Поцелуй? Папу поцелуй. Вон, видите? Видите, Бондарь? Нет, подожди. Папа почистит, поцелуй папу. Молодец. Дети, они быстро впитывают, как губка. Вот то, что видят, то и производят, как бы. Поэтому нужно быть всегда тоже примером и дома, и везде. Потому что вот смотришь на сына, он копирует все то, что происходит. И они причем учатся очень быстро. И чтобы он не попал ни в какую плохую компанию, наверное, просто нужно быть рядом и показать, что, показать, как можно жить и как не нужно жить. Туда спрячь. Он сам одевает даже перчатки. Многократный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Федосеев. Чуть больше года он сам стал отцом. О том, как улицы и окружение могут влиять на ребенка, он знает. Он видел. Рос в неблагополучной среде, в неблагополучной семье. Казалось, сама жизнь толкала его к конфликту с законом. Но его путь – это пример, как можно не поддаваться законам общества, которое тебя окружает. И что путь из бедного района не всегда лежит прямиком в преступный мир. В то время я понимал, что было всем тяжело, не только нашей семье. И ничего хорошего не ожидалось впереди. Вот. Отец очень много пил, и постоянно дома был скандал, ругань. Вот. И я уходил с дома, бывало, чтобы не слышать только этого, чтобы не слышать, как мама ругается там с отцом или еще что-то. Вот. И
Бывали такие моменты, когда даже не было ничего покушать дома. Я знал, что мне надеяться не на кого, что у меня нету родителей, которые могут мне обеспечить будущее хорошее. Вот. Я это все понимал прекрасно, и я хотел изменить свое будущее. Я работал постоянно, трудно, мне было очень сложно, но я все вставал, падал, и все равно шел своим путем. То есть шел путем тем, который я выбрал. В подъезде жил, да? Да, А сколько дней ты в подъезде жил? 2 дня, да? как-то война и все. А это уже другая история. Несколько дней этот паренек жил в подъезде одного из домов столицы. Жители сообщили в милицию о подростке без определенного места жительства. Что давали? Деньги давали или поесть давали? Кушать давали. Кушать давали, да? Денег нету, оплаты нету. Как ты живешь? Деньги собираю. Как собираешь? На хлеба спрашиваю. Дают? Дают. Поскольку все заняты зарабатыванием денег, дети остаются без присмотра, родители уезжают на заработки. И если даже родители здесь при детях, то получается, что они только при детях. Работая некоторое время вообще с несовершеннолетним, который находится в конфликте с законом, непосредственно отбывает наказание, изучая, разговаривая с ними, я пришла к выводу, что основная причина в наше время повышения детской преступности – это разрушение института семьи в обществе. Увы, но именно погоня за благополучием сейчас становится главной проблемой детства в Кыргызстане – сироты при живых родителях. Социальное сиротство – это причина, которая порождает и всплеск насилия в отношении детей, и рост преступности среди самих детей. Бывает совершенно очевидно, что внешне благополучные семьи, на наш взгляд, с материальной точки зрения, хорошо одет, хорошо накормлен, учится неплохо. Под этим слоем скрываются очень большие конфликтные ситуации, когда идет непонимание родителей и ребенка. При таких внешних благополучиях оказывается, что ребенок за бортом, он не в семье, ему лучше жить в другой местности, не знаю, с другими людьми, а не в самой своей благополучной семье, которая владеет определенным материальным достатком. Сейчас в нашей стране число социальных сирот больше, чем в годы Великой Отечественной войны в 3-4 раза. Фактически ситуация сиротства при живых родителях на уровне военного времени, потому что за эти годы в 4 раза выросла и численность населения страны. На несовершеннолетних влияет 2 фактора. Это семейное воспитание родителей и также уличное воспитание, это сверстников. Но самое страшное, наверное, когда дети говорят в школе «неинтересно». Совершеннолетние, они всегда находятся под влиянием своего окружения. В ходе исследования бишкекских школьников спросили, почему несовершеннолетние идут на преступление. Каждый 4-й ответил – из-за плохой компании. 14 человек из 100 сказали, что влияние на поведение могут оказывать алкоголь и химические препараты. 13% причиной называют желание выделиться, 12% доказать, что не трус, и лишь 10% считают причиной плохое материальное положение семьи. Почему они входят в это окружение? В окружении у них свои интересы, где их понимают. И хорошо, если интересы в этом кругу друзей направлены на саморазвитие, а если нет, ведь в подростковом возрасте так легко запутаться. Им всегда хочется выделиться из своей толпы или из своего окружения. Они начинают там как-то проявлять себя. К сожалению, когда мы у молодежи спрашиваем, кем они хотят быть, есть несколько крайностей. Многие хотят быть президентами или говорят, я хочу быть крутым, под крутым подразумевая группировки, которые очень успешно работают в криминальном секторе. И то, что в школах у нас очень сильно развит рэкет, мне кажется, это одна из ступеней входа молодежи во взрослый преступный мир. В 2014 году в Бишкеке выявлено 130 фактов вымогательства среди несовершеннолетних, 121 случай в отношении мальчиков и 9 в отношении девочек. В одном случае вымогали сотовый телефон, еще в одном вещи. В 128 случаях – деньги. Возбуждено 5 уголовных дел.
При школьном вымогательстве вот статистика показывает, что там незначительная сумма, от 20 до 50 сомов, но это ведь не в целях обогащения, а в целях влияния, авторитета. Подростковая, молодежная энергия, она должна где-то реализовываться. И если мы закрываем лифты в экономике, в образовании, в досуге, если досуг — это вообще отдельная проблема, о которой практически никто не говорит, считают, что досуг — это второстепенно. На самом деле это очень, очень важная составляющая воспитания. И если у нас нет досуга для молодежи, то, конечно, она себя реализует в других действиях, в том числе в преступности. Большинство преступлений несовершеннолетние совершают от безделья. В их возрасте они хотят выделиться, показать свою власть. Эту корректировку может администрация школы направить в нужное русло. Например, несовершеннолетние с хорошими физическими данными могут себя проявить в спорте, да? Какие-то вот показатели в спорте. Юный друг милиции, отделы правопорядка. В каждой школе это создается по своему усмотрению. Но юный друг милиции, в каждой школе такие отряды создаются. И где несовершеннолетние, они могут проявить себя, показать лидерские качества. Вот когда мы берем такие в парламент школы, в отдел правопорядка, они меняются. И вот я заметил, раньше, когда я работал на территории школы, эти дети несовершеннолетние там где-то за спортзалом прятались, там где-то на улице как-то ходили. А когда мы его приблизили, дали волю власти или лидерские качества проявить, они начали проявлять, и мы сами вот удивились, когда люди или несовершеннолетние, они на глазах меняются, даже отношения, даже их поведение очень сильно меняется. Те несовершеннолетние, которые занимались там охраной правопорядка, они со временем и все выбирают путь юриста. Правоохранительные органы, суды, прокуратуры. Первая Новопавловская школа, она находится прямо на подъезде к столице. Население таких районов относят к группе риска. Много внутренних мигрантов, приехавших за лучшей долей. Родители вынуждены зарабатывать, дети предоставлены сами себе. Здравствуйте все! Сегодня у нас тема конфликтология. Что вы можете сказать, что вы знаете вообще, что означает слово вообще конфликт? А потому воспитанию детей здесь внимание особенное. Ребят пытаются занять в соответствии с их интересом, лидерские способности направить в нужное русло. Нас научили быть медиаторами, да, вот это влияет на нас. Если раньше мы встревали какие-то конфликты, да, сейчас, когда ты знаешь, что такое медиация, да, ты как бы более выдержаннее себя ведешь. Этот проект обучает детей выходу из конфликта. А самое главное, цель проекта именно по конфликтологии – это не бояться конфликтов, а уметь их решать. То есть не уходить, что часто дети начинают уходить от конфликтов, как-то замыкаются в себе, и у нас возникают процессы, вернее, риски и суицидов, и рискованного поведения и так далее. Вот здесь дети сами друг другу рассказывают, друг друга обучают, как уходить, как решать конфликт. И что конфликт, в принципе, это нормальное явление в обществе, и что он может быть не только деструктивным, но и конструктивным. Проблему детской преступности в этой школе решают превентивно. Для родителей устраивают встречи с психологами и педагогами, рассказывая, как не упустить воспитание ребенка в дошкольном возрасте на переходном этапе. Мы стараемся в виде лекций, семинаров, практикум обучать родителей, как правильно обращаться с ребенком, чтобы не посеять в нем агрессию, замкнутость, чтобы ребенок к школе вышел полноценной личностью, соответственно, его возраста. Если родители будут больше ответственно относиться к воспитанию своих детей, то детская преступность, я думаю, как бы снизится. Именно в нашей вот группе, да, таких вот люди, как бы начали понимать, да, мы начали больше приводить примеры из реальной жизни, да, чем это все заканчивается. Можно сказать, что в нашей группе нету таких вот те, кто в рэкете участвует, и, можно сказать, что мы влияем, да, чем-то, да. Александр Воинов, известный в стране спортсмен. Леша Федосеев тоже его воспитанник.
Впрочем, не только спортивными победами, как своими, так и своих ребят известен Александр еще и своей борьбой с детской преступностью. Причем проблему он пытается решать превентивно. У меня просто было трудное детство, я бы не сказал, что я трудный был подросток. Когда я попал в сборную к Александру Хусейновичу, он взял на свое обеспечение ребят, их было 9 ребят, вот, они были все со спецшколы. Вот, и я воспитывался с ними. Мы жили вместе, мы тренировались вместе. У меня хоть было среднее образование, я когда попал к ним, я уже пошел в 9 класс, они даже не умели на то время писать и читать. Когда мы с ними познакомились, по 13 лет нам было. Вот. Многие из них имели такой уровень, как вам сказать, уважения в черном мире. Но есть, конечно, альтернатива, всегда есть. Просто нужно выбрать правильный путь. Когда меня спрашивают, говорят, что вот ты взял детей, тебе разве это не было трудно? Ты такое хорошее дело сделал, ты им дал столько много, что они чего-то достигли, добились. Я говорю, что это в принципе не есть заслуга. Это не самое главное, что произошло. Это не самое главное, что произошло. Проблема в том, что может быть, тот ребенок, которого я забрал из этого учреждения и дал ему некое воспитание, сделал из него нормального человека в обществе, который имеет образование, достиг в спорте результатов и сегодня хочет иметь хорошую семью, жить в нормальном обществе, достигать каких-то результатов. Вы знаете, не это самое главное. А может быть это более важным было то, что, забрав этого ребенка, может, я чью-то судьбу спас, которую он мог сломать. Может быть, он мог принести в горе в какую-то семью, понимаете? Такое горе, невосполнимое горе, я имею в виду невосполнимое горе. Он, совершив преступление, мог, вы понимаете, нанести какое горе для кого-то. А преступление в любом случае могло совершиться. Я вот могу совершенно точно сказать, потенциал детей таков, что сейчас, слава Богу, что я не могу совершенно точно сказать, что они не способны совершать преступление. Совершенно точно могу сказать. Мой старший брат, у меня был старший брат тоже, вот, и он попался на краже. И я тогда совсем маленький был, его посадили в тюрьму, дали очень много лет, там, по-моему, очень много, 5 или 6 лет, вот, да. Что-то они там своровали, я точно не знаю, я совсем маленький был, и я приезжал, помню, с мамой к нему в тюрьму, вот, и я даже не помню сейчас, где он сидел, вот, и, я понимал, что он там жизнь свою закончил, то есть, сейчас вы, как знаете же, много зэков, там, туберкулез, еще что, вот он там заболел туберкулезом и там в тюрьме и умер. Я просто понимал, что чем может это закончиться все. Я понимал, что если я пойду по той дороге, по которой пошел брат, то ничего хорошего не увижу. Вот если говорить о тех детях, которые выросли в такой, так скажем, асоциальной среде, да, где родители у них алкоголики, либо там, скажем, родители там наркоманы, либо совершали сами преступления, они это осознают, но, к сожалению, они не имеют возможности вернуться в общество и ресоциализироваться, да, то есть начать другую жизнь. Они возвращаются обратно же в свою семью, при тех же устоях. И я почему об этом говорю, я как раз вспомнила мальчика, который уже дважды в эту колонию попал, у которого матери нет, а отец алкоголик. И вот он при беседе хорошо говорит: да, я бы хотел по-другому жить, но я не могу это, потому что, вот возвращаясь в это, мне приходится либо отцу там водку приносить, либо образования нет, устроиться на работу невозможно. И все другие, и опять же он оказывается в колонии. Надо разбудить общество. Его надо просто разбудить и сказать, что вот сигнал. А то, что люди уезжают сегодня боевиками в какие-то другие страны, разве это не вина нашего государства? Нет системы, которая бы сегодня могла реабилитировать этих детей. Ведь никто не знает статистику, куда уходят эти дети, которые учатся в интернатах, в детских домах, в специализированных школах, в той же Вознесенской колонии. Давайте промониторим, давайте узнаем, где они, какова их судьба. Это никому не интересно, это не чьи-то дети, они сами по себе. Это, как правило, уже люди, которые повторяют
и повторяют вновь и вновь преступления. И, к сожалению, их судьба уже предначертана, известна. Воспитанники детских домов. 40% становятся преступниками, еще 40% наркоманами и алкоголиками. 10% кончают жизнь самоубийством, и лишь 10% находят свое место в жизни. Это в России, в Кыргызстане такой статистики нет ни у кого. Дочку забрали. Ну как, милиция забрала. Милиция забрала, потому что стенки нету. Это они сказали, когда стенку поставите, мы вам дочку отдадим. Они ее забрали в интернат. А почему тебя сейчас в приют хотят отдать? Не в приют? Не надо мне приют, не надо мне приют, я не хочу приют. Почему? Нет. Но там тебя, во-первых, помоют, во-вторых, обуют. Нетушки, я приют не хочу, я честно говорю. Я очень много лет занимался, помогал спецшколе в Беловодске. Ездил туда, решал вопросы детей. Всегда голодный, у них всегда было желание покушать что-то. И первым делом, когда мне открывались и говорили, вот что ты будешь делать, если через забор бегаешь, куда бежишь? Он говорит, я хочу просто кушать, я хочу есть. Он пойдет на дорогу, просто попросит у кого-то денег, кто-то ему даст 5 сомов, кто-то ему даст 10 сомов, кто-то ему даст 20 сомов. Он в день имеет все равно, будет иметь порядка 150-200 сомов как минимум, на который он пойдет и купит несколько палочек шашлыка, самсы, но это с мясом. В то время как он у себя не питается, он вкус мяса забывает, понимаете? А ему хочется просто есть. Нельзя изолировать детей в закрытых помещениях, в закрытых организациях. Первая проблема, самая главная проблема выпускников на сегодняшний день, они выходят в никуда. То есть нету жилья. Многие ребята из-за того, что некуда идти, нету родственников, которые бы их поддержали, не умеют зарабатывать. А многие просто становятся, идут вернее, на тот путь, будем говорить, криминальный. Нету навыков самостоятельной жизни. Они просто выходят и не знают, куда идти, что им делать, кому обратиться за помощью. Нету никакой информации у них. И поэтому ребята, очень часто попадаются под аферы, попадаются какие-то криминальные разборки, попадаются на воровстве. Но опять-таки это не все ребята, конечно. Есть среди ребят стержень, внутри, которые поступают. Очень много примеров успешных, когда выпускники выходят, поступают в вузы самостоятельно, причем таки. Учатся даже, есть девочки, которые учатся в АУЦА, не оплачивая ни одного сома, благодаря своему труду. Учатся многие медицинские, то есть очень много таких успешных вариантов. Но это не все ребята. Я говорю, большой контингент ребят остается просто на улице. Всего полгода, как Андрей освободился из колонии. По понятным причинам имя героя вымышленное. Он вернулся в приют, куда не раз попадал еще в детстве, в центр для беспризорных детей. Его взяли охранником. Сейчас Андрею 23. Когда он впервые оказался за решеткой, ему едва исполнилось 16. Получается, когда директор вывел нас, с детского дома. Там были обиды все равно, на него, по-любому. Замечали мы-то тоже, хоть и в детдоме растем, мы видим, неправильные вещи тоже. И с одноклассниками решили, отомстить ему, за то, что он так делал, И получается, в кабинет к нему залезли, к директору детского дома. Кражу, совершили. Что украли? Украли, что там мы украли? Технику, компьютер, музыкальный центр. Мне 15 лет было тогда. Не сразу поймали. Я еще до этого в 10-й вечерней школе учился. Там меня поймали. Нам на то время дали год и 2 срока. Мы сидели уже в этом... Малолетки, сидели, уже сколько лет, не лет, а 9 месяцев мы, сидели. И день за 2 посчитали и освободили, нас. Что касается вопроса, достигает ли цель наказания, цель наказания, исправления путем помещения ребенка в такие исправительные учреждения закрытые, как
Кыргызстане только одна воспитательная колония для несовершеннолетних, я думаю, однозначно не достигается, потому что на сегодняшний день работа, которая поставлена вот в исправительных учреждениях, она сводится к тому, что это изоляция преступника от общества, изоляция от родителей, изоляция от общества и все. Он находится там. Теперь что он должен делать? По каким законам он должен жить? По законам нашего государства, по законам нашего общества или по законам, в котором он находится? Конечно, он вынужден выбрать те законы, по которым живет все те, кто живут в этом заведении. А это законы тюрьмы, закон зоны. Каждый из них готов совершить второе преступление. И третье, зная о том, что ему, может быть, там даже в какой-то мере будет иметь лучшее положение и уважение, и авторитет, нежели в обществе. Его здесь никто не уважает, а там его кто-то уважает, понимаете? Более половины несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательной колонии номер 14, попали в эти стены не в первый раз. Да, честно сказать, так-то в принципе не осознал, да, сразу. То, что вот это вот. Потом же опять же попал же на малолетку. Да. В камеру или в колонию? В камеру. Освободился я с малолетки. Сколько? 8 месяцев на свободе побыл. И потом опять преступление совершил. Существующая исправительная система вовсе и не исправляет. В этом мнении сходятся все, кто изучает проблему детской преступности. Система еще больше ожесточает тех, кто оказывается в изоляции. Независимо от возраста, они все смешаны. И независимо от вида преступления. То есть в одном отделении может быть и 14-летний мальчик, и 18-летний. В одном же отделении может быть человек, который украл велосипед, и также который осужден за двойное убийство. Ну, так это, честно сказать, от самого человека, да, зависит. Если он сам захочет исправиться, да, он исправится. А вот эта колония, там не колония, да, там просто она, как сказать, она еще злобее делает, да, человека, честно. Я видел жизнь там, я видел жизнь, как живут, например, я ездил в тюрьму к брату, я видел, как люди живут там, как они страдают там, в каком состоянии там находятся, и видел, как люди живут и могут себе позволить все там. То, что, допустим, не могут позволить себе те, которые находятся на другой стороне. Ну, нельзя от них отрекаться, там, отталкиваться. Это тоже люди. Просто они когда-то сделали неправильный выбор, вот, оказались не в том месте, не в то время. Вот. Но всегда жизнь можно изменить, даже когда у тебя все так плачевно, всегда можно изменить жизнь. Я считаю, что как бы судьба не пинала нас, не ставила на колени, всегда можно изменить жизнь в лучшую сторону. Просто нужно стараться, и все получится.